Русский драмтеатр имени Пушкина победил во всероссийском конкурсе по поддержке новых постановок спектаклей в рамках празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Конкурс проводился автономной некоммерческой организацией с содействия концертной деятельности «Русские сезоны» при поддержке Минкультуры России. Подробнее расскажет Александр Хавренко. Грядущий театральный сезон готовит для зрителей множество новинок в репертуарах. Одной из них станет постановка по произведению Александра Пушкина, которую представят в Русском театре. Коллектив театра подготовил всю документацию и грамотно заполнил заявку, что позволило войти в число победителей и стать обладателем гранта. Я пока не буду озвучивать, что это будет. Пускай пока это будет такая интрига своего рода, хотя материал уже обозначен. Сейчас мы работаем с постановщиками, которых мы привлекаем к этой работе. Я могу сказать однозначно то, что это будет приятная работа для всех сторон, как для нашего коллектива театра, да, как для зрителей в результате, которые получат конкретный новый спектакль, так и режиссера, постановщика и всей команды, которая будет с ним работать. Также грант Российского министерства культуры на постановку выиграл и театр коренных малочисленных народов Севера, который поставит спектакль по пьесе Владимира Федорова с рабочим названием «Золотые слезы синей птицы». Такая история о переселенцах Балтики, скажем так, в Тикси, основанная на таких реальных событиях, конечно, да, и вот название служит легенда как раз балтийских народов. Но пока это рабочее название, возможно, будет немножечко изменено, да. Вот этот грант был получен. Режиссером этого спектакля будет Сергей Потапов, который работает с театром коренных малочисленных народов уже много постановок поставил. Также в рамках грантовой поддержки главы Якутии 5 миллионов поделили филармония и театр оперы и балета. Филармония будет осуществлять работу над популяризацией якутской академической музыки, а театр оперы и балета будет расширять возможности своей камерной сцены. Александр Хавренко, Айсен Тарасов, Якутск.